17:00 в городе Якутске. Теплый весенний вечер. Как всегда, по понедельникам мы говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Меня зовут адвокат Павел Стаценко. Я приветствую всех, кто сейчас присоединился к радиоволнам 107.1, а также смотрит нас у своих телеприемников на телеканале НВК Саха или Саха-24. Добрый вечер. Сегодня мы решили сделать небольшой экспромт. Темы программы у нас нету. Мы отвечаем на присланные вами вопросы. Вот не так давно, когда мы обсуждали тему развода и тему алиментов, я вот такое небольшое, может быть, новшество ввел, отвечал на ваши вопросы. Этот сервис вам понравился. Количество вопросов увеличилось. Мы решили объединить эти вопросы с вопросами, которые попадают на наш сайт nvkonline.ru, а также с теми вопросами, которые мы сталкиваемся каждый день на своей практике. Нами, это я имею в виду наши коллеги, Якутская республиканская коллегия адвокатов «Советник», те вопросы, которые на сегодняшний день являются одними из самых популярных. Те, которые, наверное, доставляют наибольшее количество вопросов у вас. И мы на них попробуем в течение ближайших 24 минут попробуем ответить. Разрешите поприветствовать моего гостя в студии, мой коллега, адвокат Якутской республиканской коллегии адвокатов «Советник» Пивовар Максим Викторович. Добрый вечер. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо, что уделил время за, в общем-то, адвокаты люди достаточно, по-моему, да? Есть такое дело. Значит, мы подразделили вот те вопросы, которые поступают и к нам в коллегию, и на НВК онлайн, и везде на несколько групп вопросов. Первый, наверное, круг вопросов – это, мы его назвали коллекторы, да, то есть это все вопросы, которые связаны с обращением таких не очень добропорядочных, можно сказать, мое личное мнение, граждан, это коллекторы. Вкратце, чем знамениты коллекторы? Коллекторы знамениты тем, что, либо перекупая, либо получая какие-то права на взыскание долга, они начинают действовать достаточно незаконно. Звонить вам, вашим родственникам, может быть, ночью, может быть, позвонить на вашу работу, всем сообщить, чтобы у вас есть долг, даже если его у вас нету. Есть такое дело. Да, вот что делать, если человек попал в такую вот неприятную ситуацию? Во-первых, смотрите, изначально нужно будет выяснять, скорее всего, даже у банка о том, какова все-таки сумма задолженности, на каком основании банк передал, грубо говоря, ваши личные данные непонятным третьим лицам. Потому что, как правило, коллекторы, которые звонят и требуют с вас долг, как существующие, так и несуществующие, они, как правило, не представляются, не говорят, в каком кредитном учреждении имеется у вас задолженность и конкретную сумму. То есть суммы называются иногда верные, иногда неверные. То есть изначально необходимо выяснить, является ли вообще обосновано ли требование коллектора для того, чтобы требовать с вас какую-то задолженность. То есть узнать это можно, скорее всего, в банке, то есть в том кредитном учреждении, где вы все-таки брали деньги. Действительно, методы работы коллекторов, они не всегда законны, об этом мы видим в СМИ. То есть, это на Урале, совершенно если мне память не изменяет, там бросили бутылку зажигательной смеси. Было. Ребенка выкинули. Что-то вообще страшное происходило в последнее время, да. И проблема-то в том, что действия коллекторов, они вообще нигде не прописаны. У нас в российском законодательстве на сегодняшний день вообще не существует понятия коллектора. То есть, на сегодняшний день в Государственной Думе во втором чтении принимается закон, то есть, законодательно наши сидят и обсуждают, как его прописать и ограничить каким-то, то есть прописать конкретные действия, которые коллектор может делать и которые коллектор делать не может. Что вообще, понятно, что мы можем посоветовать людям, которые попали в такую неприятную ситуацию. Даже если есть долг, даже если долга нет. Давай так, если есть долг. Если есть долг, обратиться в банк, прежде всего. В принципе, долг возникает перед банком, да? Долг возникает перед банком, и банки уже потом реализуют как через третьих лиц. То есть, на самом деле, банки-то не заинтересованы в таких методах работы, да, которые очерняют их имя. грубо говоря, доброе. Ну, о том, что делать с банками, мы поговорим чуть позже, потому что это тоже один из самых такой популярных вопросов. Второй. Будем
общем-то. А что, если долга нет? Или долг вымышленный чаще всего? Либо там была какая-то там незначительная просрочка, и пеня превратилась в огромную, да, то есть они там взяли, значит, или же там далеко за сроками исковой давности, или еще что-то произошло. То есть люди просто занимаются вымогательством, шантажом. Звонят каждый день настойчиво на все возможные телефоны, вам, вашим родственникам и так далее, угрозы, и вообще жизни не дают. Ну, что прежде всего, попытаться как-то перейти в область переписки, что ли, с данными лицами, потому что сами по себе звонки, даже если вы их записываете, смс-переписка, они особо-то ничего, какого-то доказательственного значения иметь не будут. Вот переписка, где коллекторы, либо иные лица как-то конкретизируют свои требования, то есть, что они просят, на каком основании, какую сумму, он в дальнейшем уже как-то поможет отстоять свои права в суде. Если же действия коллекторов настолько носит агрессивный характер, да, запугивающий, там, угрожает вам, вашим близким людям, ну, тогда, конечно, обращение в правоохранительные органы. Потому что в данном случае коллекторы, ну, явно превышают свои полномочия. То есть здесь уже идет речь об угрозе здоровью, имуществу и так далее. Ну и вообще, кроме всего прочего, есть такое понятие, как закон о персональных данных, да? Есть закон, да. То есть на банк каком в любом основании случае банки вообще передают эти данные, потому что они защищены Здесь, законом. Да, можно, в общем-то, потребовать взыскать определенную сумму морального вреда, незначительную, но тем не менее наказать, в общем-то, да, банк. Такие прецеденты есть. И сегодня получает активное расширение. Кроме того, прокуратура, правильно ты сказал, да? Правоохранительные органы. Правоохранительные органы, чтобы они провели проверку деятельности вообще всей этой фирмы, насколько они действуют законно, обоснованно и так далее. То есть, как правило, эти обращения без внимания гражданам нужно записать, во-первых, кто звонит, то есть конечно, какая фирма. Конечно. Желательно узнать имя, фамилию, имя, отчество человека, который к вам обращается. Сейчас огромное количество там приложений, которые записывают телефонные звонки, это тоже очень помогает. Это тоже помогает, вот такие вещи. 32 2066 32 166 вы можете позвонить, задать свой вопрос, если по каким-то причинам вы не хотите идти в юридическую консультацию, вот у вас в течение там в ближайших 15 минут есть такая возможность. Второй вопрос – это кредиты. Вопрос по кредитам задается, каждый, наверное, второй, потому что люди нахватали, в общем-то, различных дешевых предложений, не понимая, что за этим последует и сейчас. Либо у одних там им предлагали какие-то скажем, услуги, я видел, навязанные услуги, да, то есть страховка, даже юридическое сопровождение одной раз было, комплексное юридическое сопровождение, 3000. Банки ухищряются достаточно. Что вот с этой ситуацией можно сейчас предпринять? Во-первых, необходимо посмотреть договор, изучить его более досконально. То есть закон о защите прав потребителей, то есть данные действия регулируют очень хорошо. Банки не могут обуславливать выдачу кредита добавлением каких-то иных услуг. То есть это относится и к страховке, и, как мы говорили, к юридическому сопровождению. Достаточно новое явление на кредитном рынке. И, соответственно, в дальнейшем уже оспаривать действия банка в суде. Как правило, банки в договоре прописывают очень много. То есть они указывают какие-то свои услуги, которые напрямую с кредитом не связаны. А самое знаменательное, наверное, в этом в том, что денежные средства, которые вы потратите на оплату этих услуг, они, как правило, включены в кредитную сумму. То есть занимаете вы все больше, отдаете вы также все больше. Да, то есть занимаете у банка за то, практически, что вам не нужно. Также банк, по идее, вот что касается страховок, да, он должен обеспечить выбор лицу, которое берет деньги, то есть страховать ему свою жизнь, здоровье, там, имущество и так далее, либо нет. То есть представить на выбор несколько страховых компаний. Банки, как правило, этого не делают и обуславливают, на словах, прежде всего тем, что иначе вам кредит не выдадут. Люди просто вынуждены соглашаться вот на такие вот навязанные услуги. Но иногда просто не читают, они как бы берут. А иногда и не читают, да, то есть сколько не говорили о том, читайте договора, где прописано. Соответственно, люди не читают, подписывают ряд бумажек, и потом оказывается, что со всеми условиями, которые банк предложил, заемщик согласился. Что в этой ситуации можно сделать? Вот как у нас, в принципе, динамично меняется практика по взысканию этих навязанных услуг. В последнее время, в принципе, одно время у нас было достаточно положительные исходы, и практика шла в пользу потребителей. Сейчас банки стали очень серьезно зашифровывать свои эти скрытые какие-то предложения. Что делать потребителю? Обращаться в суд. Опять-таки, да, то есть изучать внимательно договоры, обращаться в суд, либо же какие-то органы
Роспотребнадзор к юристам внимательно изучать договора. В любом договоре есть какие-то зацепки, которые позволят квалифицированным людям найти, за что можно зацепиться и как-то оспорить все эти навязанные услуги. То есть понятно, что просто гражданину будет сделать это достаточно сложно. Ну, у нас еще один блок вопросов достаточно большой. Это банкротство граждан, то есть один из самых популярных методов. И я неоднократно уже говорил, в принципе, в программе и на своем блоге в дневниках, и на Facebook говорил о том, что такое банкротство, зачем оно нужно, как вообще им пользоваться, стоит им пользоваться или не стоит им пользоваться. Об этом мы поговорим чуть позже, потому что, в принципе, у нас есть еще достаточно много вопросов. Я думаю, что такая тема, может быть, потребует достаточно широкого обсуждения. Если в конце программы останется время, я ее подниму. Третий, наверное, вопрос – это условно-досрочное освобождение. Вот буквально недавно у нас на программе была председатель Верховного суда Республики Саха-Якутия совместно с председателем Якутского городского суда. Вот условно-досрочное освобождение достаточно популярный, наверное, популярная услуга, которая пользуется у адвокатов. Насколько сегодня эта услуга, удовлетворяемость каждым днем падает? И, собственно, заявления с каждым днем они начинают уменьшаться. В чем причина, как твое мнение? Почему? Причина, здесь очень много факторов, которые говорят о снижении подачи самих заявлений и об удовлетворенности данных заявлений. Поскольку законодатель к лицам осужденным ввел достаточно строгие требования, да? Это прежде всего возмещение ущерба перед потерпевшими. Да? Теперь, если раньше потерпевшие были несколько ограничены в этом плане, то есть они не знали, где лицо отбывает наказание, когда оно выходит, вообще собирается ли оно воспользоваться условно-досрочным освобождением, сейчас потерпевших об этом извещают. И суды на это внимание тоже обращают. Проблема-то в том, что ущерб-то иногда бывает достаточно значительным, а вот найти денежные средства, находясь в заключении, для того, чтобы возместить, не всегда возможно. Проблема обеспечения работы осужденных, она стоит остро, и стояла остро, и стоит достаточно остро и сейчас. Вот одно из условий низкой удовлетворенности – это как раз-таки неполное либо вообще невозмещение ущерба перед потерпевшим. Опять же, на сегодняшний день и в самих исправительных учреждениях отсутствуют исполнительные листы, банально, бывает. Не доходит просто. Иногда бывает, доходит до парадоксального, поскольку выясняется, что был удовлетворен гражданский иск при вынесении приговора, а исполнительный лист в колонию не поступал. Да. Это ладно, если по гражданским искам. Иногда такое и по штрафам бывает. То есть у человека есть штраф, а оплатить ему... Сергей Зверев кыл олаатынан Саха Республикатын Үнкүйтін театрын оркестрын артыға, инструментовщик, аранжировщик Валерий Ноюнохов доғыл тойуға ден аяр жора күйеға келің сылжың ылжыттан. Иду баяным рытыбырайы. Саскы чағыл күндерден ағырдылы. Баян ағытта дорғонларынан ұғыттан. Эдер толырачылар кыттылақ улахан кенсеркен ұрар. Мусустарван 7 күне оғады барыға. Истиду Баяным рыты. Күндүжү куска кортолоқтоқтыра ылжыттара берді дулақтырбыт. Мусустар ағас күнігер горна луғына ғын бесіллағы білөйгер анамы тірәхінерген рабыт. Сіркілі отыры культура кенігер кейі 19 частан тірәхін түрін чаға. Кері білетінен саналағы білістері дойду антыннағы ғыныныр. Келіңсілжен сүбесіргу болым. В Амурской областной детской клинической больнице проводятся высокотехнологичные операции, а также другие виды высокотехнологичной медицинской помощи. Приемлемые цены. Проживание на территории больницы. Телефон в Благовещенске 49 10 07. Автоцентр «Дружба». Диагностика и ремонт автомобилей. Кузовные работы, услуги автоэлектрика. Большой выбор запчастей. Детали ходовой части, стойки, амортизаторы. Кузовные детали, бамперы, оптика, багажники. Аксессуары для тюнинга. Работаем с 8 утра до 9 вечера. Автоцентр «Дружба». Ты полюбишь его. Твое новое пальто. В Сербике свежее весеннее поступление, более 1000 моделей по очень симпатичным ценам. Сербике, твоя модная весна. Пройдет научно-практическая конференция «Проблемы возрастной патологии в арктическом регионе. Биологические, клинические и социальные аспекты». О том, как, живя в суровых условиях Севера, оставаться молодыми и здоровыми, расскажут участники конференции в программе «Не пропусти главное».
Смотрите в среду в 19:30. Лиц надо полагать. Я думал, что вообще, на самом деле, посмотрев статистику, город-то должен быть пустым, в общем-то. Но в пробах меньше не становится. Почему-то так ГИБДД регулярно информирует нас о том, что они привлекают все больше и больше лиц за управление в состоянии опьянения, либо отказ от медицинского свидетельствования. Действительно, машин в городе меньше не становится. Проблема достаточно актуальна на сегодняшний день, учитывая также, что в последнее время законодатель ужесточил данное отношение, да, то есть была введена уголовная ответственность за повторное совершение данного административного правонарушения. То есть закон в данном случае ужесточается, но меньше данных лиц не становится. Здесь еще надо понять такую вещь, что сотрудники ГИБДД со временем тоже стали достаточно грамотно составлять административные материалы. Какие ошибки могут повлиять на то, чтобы человек все-таки был, скажем так, освобожден от... популярных, наверное, это что касается понятых. То есть, да, на сегодняшний день у сотрудников ГИБДД имеются видеорегистраторы, то есть понятые не всегда. То есть в данном случае понятые не обязательны, то есть все подтверждает видеозапись. Что касается понятых, то не всегда сотрудники ГИБДД соблюдали полную процедуру оформления материала. То есть изначально составлялся административный материал, и потом уже его просто давали подписывать понятым. То есть такие ошибки были. Ошибка достаточно популярная также — это неправильное указание места совершения административного правонарушения, время административного правонарушения. Ну и третье, наверное, по популярности — это неправильное составление акта медицинского свидетельствования. На что может рассчитывать человек, который попался второй раз? Многие задают этот вопрос, как уйти от уголовной ответственности, и вообще возможно ли это? Уйти от уголовной ответственности достаточно сложно. То есть само преступление, оно с формальным составом... Как уйти? наверное, не пить, наверное, за рулем. Это да. То есть просто не пить, не совершать, не садиться повторно. Потому что для подтверждения достаточно факта, во-первых, лишения предыдущего. Это первый момент. Второй момент — это совершение повторного административного правонарушения в течение года после исполнения первого. Состав действительно достаточно формализованный. То есть, в принципе, доказательств много не надо. Да. Много не надо. Да, то есть постановление о лишении, факт повторного совершения, и, собственно говоря, все. Вот и вся доказательственная база. Санкция сейчас какая по этой статье? Там, в общем-то... До 3 лет лишения свободы. До 3 лет лишения свободы. Так что, уважаемые радиослушатели, и телезрители, мы вас призываем не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это достаточно серьезно наказуется, и к тому же, в общем-то, шансов уйти от ответственности практически равны нулю. Наверное, такое заключение можем сделать по этому вопросу. Хотя, еще раз говорю, что обращаются очень часто, очень много просят помочь либо юридической консультации, либо защитить ваши права в суде. Один из самых популярных вопросов. Как следствие, в общем-то, наверное, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения можно назвать последний наш вопрос практически. Это взыскание ущерба в результате ДТП. А сейчас вообще очень многие начали жаловаться на это введение единой методики, и как следствие рост стоимости автомобилей. Одни жалуются, другие не очень жалуются. И вообще, в принципе, как вести себя в случае, если, допустим, страховая компания не выплачивает, либо занижает стоимость ущерба? Если человек, пострадавший, в ДТП, получил какой-то имущественный ущерб, считает, что страховая компания как-то занизила сумму ущерба, естественно, нужно проводить свою независимую оценку. На сегодняшний день количество оценочных компаний достаточно много, то есть необходимо будет обратиться к ним, провести независимую оценку, в последующем оспаривать в суде. Один важный момент — обязательно претензионный порядок, то есть страховой компании. То есть делайте свою оценку, собирайте все необходимые документы и обращайтесь в страховую компанию, то есть передаете им. Если они посчитают, что действительно по каким-то причинам они сумму занизили, они могут ее повысить. Если же они отказывают, тогда прямая дорога в суд. Уже в суде доказывать, что страховая компания
неправильно оценила причиненный ущерб. Вот что, допустим, это должно быть оценочная компания, которая должна быть, или это экспертная какая-то организация? На сегодняшний день это эксперт. Эксперт. То есть создан, насколько мне известно, единый реестр этих компаний, которые вправе проводить оценочные мероприятия, опять-таки, по этой же единой методике. То есть она одна. Одна единая методика, которая действует во всех и всегда. То есть если раньше эксперты, то есть оценочные компании, как-то у них методы оценки могли разниться, сегодня эта методика одна. Единственное, что по сумме действительно... Ну, бывает же все-таки, разница все-таки в стоимости бывает. Почему, откуда она возникает? Разница в стоимости бывает, зависит от многих факторов. То есть это территориальная расположенность, там, цены, логистика и так далее. То есть факторов очень много. И оспаривать, никто не лишен права оспорить то, с чем он не согласен. Что делать, если все-таки скрылся участник ДТП, виновник дорожно-транспортного происшествия, как быть? В любом случае вызывать сотрудников ГИБДД, то есть сообщать о том, что произошло такое дорожно-транспортное происшествие. Если у вас есть сведения о том, то есть данные, вы видели лицо, которое вас ударило, соответственно, скрылось, то сообщить сотрудникам ГАИ. Один из самых популярных, наверное, вопросов, которые вообще приходят и задают и на наш сайт, и у нас в коллегии, это вопрос с так называемыми автокомиссарами. То есть, если составлен был протокол автокомиссарами, там определенная граница выплаты, а потом стоимость резко возросла, по вот этой единой методике, о чем я вначале сказал, что делать в таком случае? Страховая же, в общем-то, не примет тогда. Страховая, да. То есть все, что касается оформления аварийных комиссаров, там действительно все это ограничено суммой, по-моему, 50 тысяч на сегодняшний день. Естественно, на глаз человеку неподготовленному определить, насколько вам причинен ущерб, достаточно проблематично. Да. То есть, в любом случае необходимо настаивать на том, чтобы тогда на выезд приезжали сотрудники ГИБДД. То есть комиссар, он тоже может приехать, оценить, вам сказать. А если, допустим, все уже сделал, протокол сформировал, а потом по результатам каким-то выяснилось, что стоимость больше. Что в этой ситуации делать? Оспаривать в судебном порядке. То есть требовать в судебном порядке взыскания ущерба с виновника ДТП. Поскольку правила страхования говорят нас о том, что при составлении протокола аварийным комиссаром сумма у них ограничена. То есть ограничена ответственность владельца транспортного средства, который является виновником ДТП. В последующем уже требует взыскания с непосредственного причинителя. Буквально сегодня к нам в коллегию приходил молодой человек и задавал вопрос о регрессном порядке, о регрессном взыскании. А в каких случаях страховая компания может потребовать возмещения ущерба в порядке регресса с виновника? В статье Федерального закона об ОСАГО имеется статья 14, где как раз-таки указано регрессное право регресса, то есть когда страховщик вправе требовать выплаты, которые он произвел потерпевшему, с виновника. Прежде всего, это по пунктам, которые, вспомню сейчас, составление места ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача лицу, не вписанному в страховой полис права управления, езда без страхового полиса, то есть либо вообще, либо уже, который окончился. То есть это нарушение правил дорожного движения, грубо говоря. То есть тогда уже компания вправе в регрессе требовать с виновника. В общем-то, это основные моменты. И как раз о чем мы говорили, это один из достаточно серьезных вопросов. Это вопрос о несостоятельности банкротства, который задается очень часто. Сумма требований кредиторов, в общем-то, должна равняться либо быть выше 500 тысяч рублей, собственно говоря. А стоит ли обращаться с заявлением о банкротстве? Такой вопрос часто задают. И тут надо понимать, в чем причина, наверное, невыплат по долгам. Если, допустим, один момент – это когда невыплаты по долгам происходят вследствие, допустим, того, что нет работы, либо временные какие-то затруднения. Другое дело, когда уже невыплата по долгам идет умышленно.
Вот эти два момента нужно рассмотреть. И первое, о чем нужно сказать, это если вдруг выплаты приходят вследствие тяжелого финансового положения. Две, в общем-то, структуры, два на сегодняшний день формы банкротства. Это реструктуризация и продажа имущества должников с торгов. Реструктуризация долга, в принципе, на мой взгляд, я об этом говорил неоднократно, это, в общем-то, форма достаточно мертвая, потому что реструктуризация долга возможна при, в общем-то, досудебном урегулировании с банком. Любой банк, в принципе, желает получить свои деньги назад, выданные, и поэтому он в любом случае согласится пойти на реструктуризацию долга без какого-то либо банкротства. Продажа имущества должника, в общем, тут есть очень много подводных камней. Таких как что пойдет с молотка. Если у вас находится имущество в залоге, в ипотеке, то банк, который наложил это обременение, он имеет право обратить взыскание на данное имущество. Вы должны это понимать. Если банк, то есть вот этот момент, вот это правило о том, что единственное жилье не обращает взыскания, то оно в данном случае не работает. Поэтому, кроме того, управляющий будет взыскивать все долги ваши долги, если у вас такие имеются. Допустим, вдруг очень популярно выдавать расписки о том, что якобы вы свои деньги взяли со счета и выдали своим друзьям. Кроме того, все сделки, которые были проведены в течение 3 лет, будут также взысканы. Поэтому стоит ли обращаться с банкротством или нет, на сегодняшний день это, наверное, не очень популярный институт. О теме банкротства, конечно, мы поговорим более подробно еще в следующих передачах. Задавайте ваши вопросы. Я хочу сказать, что бесплатные консультации вы можете получить в здании ДБ-3 с 2 часов каждый четверг. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.